Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Якутия отмечена почетным статусом территория книги и чтения. Модельные библиотеки появятся в Мегино-Каргаласском и Чурапчинском районах. Славятся регионы талантами. Итоги межрегионального молодежного фестиваля эвенкийского фольклора подвели в Якутии. Первые 20 лет, итоги 2 десятков лет творческой деятельности подвел заслуженный и народный артист республики Александр Емельянов. Айсан Николаев провел в режиме видеоконференц-связи заседание рабочей группы по укреплению общественного здоровья Совета при главе республики по благополучию и устойчивому развитию. Обсуждали вопросы медицинских исследований, практики высокотехнологичной медицинской помощи, диагностики редких генетических заболеваний и финансирования медицины. Эксперты поделились опытом построения системы исследований и оказания помощи на базе своих медицинских учреждений. Медицина в Якутии обязательно должна стать человекоориентированной, она должна стать персонализированной на основе, безусловно, передовых достижений медицинской науки. И, безусловно, для этого она должна быть отработана соответствующая база. Это и обеспечение высокотехнологичным оборудованием, и доступ, конечно же, наших медицинских работников, всех, кто задействован в сфере медицинской и здоровьесбережения, к повышению своих компетенций, освоению новых компетенций. Благодаря национальному проекту «Культура» до конца года модельные библиотеки появятся в Мегино-Каргаласском и Чурапчинском районах. В следующем году планируют реализовать проекты в Сунтарском и Анабарском районах. Напомним, по итогам всероссийского конкурса «Самый читающий регион» Якутия признана территорией книги и чтения. Подтверждение статуса самого читающего региона – стимул для развития сети библиотек не только в городах республики, но и в небольших населенных пунктах. А итоги всероссийского конкурса «Самый читающий регион» подвели в Москве. Напомню, в этом году Якутия отмечена почетным статусом территории книги и чтения. На торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса побывала съемочная группа нашего телеканала. Специальный приз «Территория книги и чтения» присуждается регионам-лидерам, получившим звание «Литературный флагман России» не менее 3 раз за последние 5 лет. Якутия стала 3-м регионом страны, которая получила эту высокую награду. Мне кажется, что в Якутии сохранились вот эти традиции такого бережного привития любви к книге, к чтению нашим самым маленьким читателям. Это огромная работа, и она в республике проводится прекрасно и заслуживает самых добрых слов. Я очень рад за сегодняшнюю награду, потому что она получена именно за этот очень важный, хороший проект. И, конечно, я благодарен организаторам конкурса. Всего самого хорошего. Якутия всегда была, есть и будет читающим регионом нашей страны. Ключевым конкурсным проектом Якутии в этом году стала программа «Пространство чтения Арктики». Проект поддерживает развитие литературы на языках коренных народов Севера и охватывает 13 арктических районов. В пандемийный период мы стали читать еще больше, и наши показатели по чтению в последние годы после пандемии увеличились в 5 раз именно по чтению электронных книг. Это очень актуально в условиях севера, когда низкие температуры и большие расстояния. Всего на конкурсе в этом году приняли участие 80 регионов России. Лауреатами конкурса названы Кузбасс, Калининградская и Мурманская области, а победителем литературного флагмана России стала Архангельская область. Туяра Константинова, Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Идем далее. Итоги межрегионального молодежного фестиваля эвенкийского фольклора «Аяна» подвели в Якутии. Участие в мероприятии, которое прошло в онлайн-формате, приняли более 150 человек из города Якутска, 8 улусов республики и 6 регионов России. Победителей и лауреатов выявили по таким направлениям, как танцы, пение, устное народное творчество, а также театры и студии мод. Главная цель фестиваля – это развитие и сохранение уникальных самобытных традиций национального художественного творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Конечно же, это создание условий для поддержания творчества новых исполнителей, поддержка талантливой молодежи. В Ленске в районной библиотеке состоялось торжественное мероприятие, посвященное Декаде Олонхо.
Гостей пригласили ознакомиться с выставкой изделий из конского волоса, где также представлены работы районных мастеров-умельцев. Помимо этого присутствовало множество поделок из бересты, которым уже более 30 лет. Их владельцы выразили желание показать линчанам, как давно развивается творчество из природного материала. Для любителей чтения в этом же выставочном зале была представлена большая коллекция книг, посвященная празднику. Мы организовали книжную выставку, на которой имеются книги именно Ниргун-Ботр на 3 языках. Можно прочитать и на русском языке, и на нашем якутском родном языке могут земляки прочитать. И кто увлекается английским языком, пожалуйста, есть литература, которая переведена на английский язык, тоже Ниргун-Ботр. Итоги 20 лет творческой деятельности подводит заслуженный и народный артист республики, исполнитель гимна Якутска Александр Емельянов. В Театре оперы и балета прошел бенефис артиста первые 20 лет. Солиста оперы поздравили министр культуры республики Юрий Куприянов и директор театра Сергей Юнганс. За 20 лет сценической деятельности он исполнил около 30 баритональных партий в классическом оперном наследии и современных постановках. Александр Емельянов – первый из якутских певцов, выступавший на сценах российских оперных театров по контракту. Специальным гостем концерта стал итальянский дирижер Алессандро Биччи. Со сцены прозвучали жемчужины мировых оперных произведений. Дальше планы, конечно, хочется записать голос на компании «Звук». Раньше «Мелодия» была, это моя мечта. Записаться с оркестром. Ну и, конечно, концертировать. Главное работать, быть здоровым и стараться делать все, что в своих силах есть. Публика всегда очень приятный. Мне нравится здесь, есть, особенно после постановки, после концерта очень много благодарных людей приедут специально на сцену, чтобы сделать фото с тобой. Это вот эти вещи. В других театрах не бывает так. Сказочная Арктика – республиканский конкурс ледовых скульптур. Под таким названием организовала этноусадьба Атласовых. В мероприятии участвуют профессиональные скульпторы, а сам конкурс приурочен к 25-летию ледового движения в республике. Сюжет Ульяны Шагиной. Ледовая скульптура для Василия Аргунова – это только хобби. Тем не менее, этому виду искусства он посвятил уже более 17 лед. Лед – не единственная его стихия. Бывший учитель труда, свободный художник. Умеет работать и с деревом, и со снегом. Но именно лед как материал нравится ему больше всего. Это работа с тенью, цветом. Это лед, когда смотрится, да, там, когда у него освещение хорошее. Настоящий скульптор во время творчества пользуется целым арсеналом различных инструментов. Но это для начинающих. Опытный же скульптор может обойтись всего 3 главными инструментами. Если якутский нож есть, да, есть стамеска полукруглая и угольник, да, и пила. Ага, якут сумеет там скульптуру создать. Главная тема республиканского конкурса – народы Крайнего Севера. Именно мотивы, сказки, невероятная история Кандыкан. Сегодня этот проект обретает поистине международный смысл. А девочка Кандыкан, найденная в полностью вымершем от оспы оленеводческом стойбище много лет назад, стала настоящим символом мужества и веры коренных народов Севера. Мы вместе объединились и сделали вот такую вот коллаборацию. Я вообще считаю, что это замечательный конкурс, да, потому что все мы знаем, что Якутия – это холод, это зима, это лед, и это просто очень такой яркий символ нашего вот бренда Якутии. На льду уже можно видеть первые очертания маленькой девочки Кандыкан. Скульптор на ней скоро вырежет глаза, нос, рот. И маленькая сказка о невероятной истории Кандыкан оживет. Ледовое движение в Якутии началось с международного конкурса, который организовал в далеком 1996 году хозяин этнокомплекса усадьба Атласовых Василий Атласов. С тех пор подобные конкурсы стали доброй традицией, а количество профессиональных скульпторов в республике только растет. За 25 лет так разбилось это дело.
И получилось, сейчас уже они по приглашению по всему миру работают, зарабатывают. И перечислить якутских мастеров уже поднимался на большом уровне. Вот и сегодня в конкурсе принимают участие профессиональные скульпторы. Каждое из их творений не просто конкурсная работа, а итог 25-летней деятельности ледового движения в Якутии. И мы видим, насколько этот новый вид искусства прижился среди якутян. Наверное, потому что Якутия – это центр севера, а лед – его сердце. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. Помочь детям с инвалидностью может каждый. Проект «Открытки добра» продолжает свою работу. Подробности у Надежды Саханской. Дети видят этот мир иначе, чем взрослые, и порой именно их, казалось бы, маленькие дела вносят большой вклад в благотворительную деятельность. Присланные детские рисунки превращаются в открытки, и вырученные средства от продажи идут на доброе дело. В прошлом году часть средств, которые поступили к нам от «Открыток добра», мы отправили на приобретение новогодних подарков. А те открытки, которые продавались в этом году, мы собранные средства направили на поездку в Великий Устюг для детей с инвалидностью. 5 семей поехало, и мы приобрели им билеты и путевки, чтобы они могли побывать на дне рождения у Деда Мороза. Это у нас традиционная акция, новогодняя сказка, и вот мы как раз-таки «Открытки добра» помогли нам реализовать ее в этом году. Купив открытку, каждый получает возможность подарить внимание родным, поздравить друзей и коллег и заодно помочь фонду «Хересхал». Открытки по тематикам «Холод», «Север» и «Якутия» являются универсальными для всех адресатов по всему миру. В прошлом году презентация нашего проекта состоялась в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». 1 декабря мы провели Zoom-конференцию, презентацию проекта, и там же было официальное оглашение открыток первой партии «Открытки добра», и сейчас эти открытки признаны коллекционными, и коллекционеры за ними гонятся. Всего в мире таких добрых открыток 6 штук. Их по праву можно назвать легендарными. Дело заключается в особом гашении и редкой почтовой марке. Ну и, конечно же, изображении, которое выполнил ребенок от всего сердца. Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают филателистическую и культурную ценность. Они становятся памятным подарком ценителям истории и украшением коллекции филателистов и посткроссеров. Эти изображения теперь растиражированы по всему миру, а все начинается с обычного цветного эскиза. Детские работы всегда отличаются своей непосредственностью, только потому, что они выполнены с особой живостью. Вот такой рисунок, изображенный на альбомном листе, затем превращается в подобные открытки. Это же целое великолепие, и любой неравнодушный гражданин может приобрести их и сделать доброе дело. Надежда Саханская, Владимир Павлов, Якутск. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.